бы буквально пару слов сказать вновь утвержденным исполком. У них есть... Вы видите, как она прошла, утверждение наше. Есть рядом соседи наши, Приднестровье. Пророссийские первое лицо поменяли на пророссийского. Несмотря на то, что за ее бытность 300 объектов было построено. Это для вас должен быть колокольчик. Если вы длинная очередь есть, и вы стали в очереди и пытаетесь осчастливить жителей Гагаузии этими же методами, это у вас не получится. И может быть через 2 года вы окажетесь на обочине. Поэтому я бы хотел попросить вас, вы соберитесь и предложите нечто особенное для Гагаузии, чтобы каждый житель Гагаузии чувствовал, что за плечами этого исполкома он видит свое будущее, видит его дети будущее, видит его внуки. Потому что дети это инвестиции, а внуки это дивиденды от инвестиций. И вы должны дать эту идею, мечту. Я считаю, что до сих пор, как это было сделано, не могу сказать, что плохо, там, не так, но это трафаретно. Это так, как другие делали. А время на улице требует от нас принять нестандартное мышление. Мы должны быть узнаваемы, как Гагаузия, как вид Молдовы. Вот как болгарский перец, там, фундук 70% мира, это турецкий и так далее. Или же она должна быть у нас. И если вы это не сделаете, если вы не вытащите Гагаузию в каком-то направлении, или IT-технология какая-то команда будет, или же шахматисты, борцы там, и так далее, но особенно экономику, если вы это не делаете, но самое главное, она должна быть нестандартной. Не так, как люди другие мыслят. Не действует закон. Законы, вот видите, как что происходит в этом мире. Месяц тому назад $30 максимум в Индии надо поменять. У нас вчера был закон 5000. То есть в экономике собираются очень нехорошие тенденции. А люди, которые избрали вас, раньше вас, нас позже, надеются, что мы хоть что-то сделаем. Но у нас ничего не поменялось, люди все уезжают. Ну, строим там школы, строим там эти вещи, там, садики и так далее. Мне кажется, что мы должны собраться, все эти деньги, копеечки все, и так сделать, чтобы в селах люди простые это получили. Когда этот человек будет иметь рабочее место, он посмотрит своего отца, посмотрит своих детей, потом свою жену и так далее. Сколько у нас разводов и так далее. Я вас прошу, вы, понимаете, людей, которые что-то умеют делать, мало. И мы взялись за ту роль. Мы как депутаты, вы как члены исполкома, вы что-то можете сделать. Так возьмите, сделайте мозговую атаку, сидите ночами там, и так далее, и так далее. Но дайте эту идею, мечту этим людям. Потому что полнейшая апатия людей. Люди потеряли веру. Они и нам не верят, и вам не верят, и другим и так далее. Очень много криминального элемента. С такими людьми, с такой обществом можно очень быстро поднять. Сегодня могут вас хорошо хвалить, а завтра эти же люди сметут вас, понимаете?